Национальный банк Казахстана сообщил о новых схемах интернет-мошенничества, связанного с хищением средств с банковских счетов и депозитов. Мошенники действуют с целью получения несанкционированного доступа к информации владельцев банковских счетов, платежных карт и депозитов. При этом часто используются звонки с поддельных номеров, схожих с официальными номерами контакт-центров крупных банков, где обслуживается клиент, либо посредством специализированного оборудования осуществляется звонок с номера колл-центра банка. Злоумышленники при звонке клиентам представляются сотрудниками банка, сообщают клиентам о том, что ими зафиксирована попытка несанкционированного списания денежных средств со счетов клиента. При этом мошенники, пытаясь запутать владельца счета, используют банковскую терминологию, настаивают на том, чтобы он сообщил персональные данные, объясняя это необходимостью отменить подозрительные платежные операции. Далее запрашивают персональные данные, реквизиты платежных карточек, СМС-коды и одноразовые пароли. При этом убеждают клиента в том, что если персональные данные не будут названы, то со счетов будут списаны денежные средства. Таким образом мошенники оказывают психологическое давление на своего собеседника. После получения вышеуказанных данных мошенники подключаются к интернет-банкингу владельца счетов и благополучно осуществляют переводы с карт и депозитов денежные средства. При этом возврат похищенных средств становится невозможным. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте никому пароли, коды, полученные посредством СМС, реквизиты платежных карт, паспортные данные. Банки никогда не звонят клиентам с целью получения персональных данных, так как у настоящих банковских работников есть все необходимые доступы и они могут получить все необходимые данные без вашего участия. В случае возникновения подобных случаев, не прислушиваясь к доводам звонящего, необходимо незамедлительно прекратить телефонный звонок и позвонить в колл-центр банка со своего мобильного телефона, а также как можно скорее обратиться в ближайшее отделение банка, советует на своей странице в Facebook пресс-секретарь Нацбанка Александр Терентьев. Также предлагается 4 простых способа, по которым можно распознать мошенника. Собеседник называет себя сотрудником банка или сотрудником безопасности, звонит вам сам. Сотрудник банка под различными предлогами просит вас назвать свои персональные данные, ИИН, реквизиты платежных карточек, СМС-коды и одноразовые пароли, либо просит ввести их на клавиатуре вашего телефона в тональном режиме, при этом сообщает вам, что он их не увидит и не узнает. Сотрудник банка начинает нервничать и угрожать при вашей попытке завершить разговор и позвонить в колл-центр банка. Сотрудник банка пугает вас возможностью потерять деньги и атаками на ваши счета, если вы не сообщаете ему свои персональные данные.